Лицензия это на год дается, говорит, у них лицензия. Весной и осенью. То, что я сейчас захожу, это незаконно. Это уже судебное дело. Могут административно написать, могут штраф сделать. Я захожу без выходности. Когда нету у меня работы, нету у нас здесь работы. Для меня сегодняшний день это нормальный улов. Вот это сом, вот эти сазанчики. Бывает уже неделя было, что вообще ни одной рыбы не было. Вот он, гребут. Каждый через полчаса выхожу, выглядываю, смотрю. До куда дошел, куда дошел, гребет ли назад. Вот так. Сегодня первый раз в жизни слез с этого дивана. Да? Да. Братуха, И сейчас ай, бутылкой. красава. Дай я поцелую, дай я. У него гидроцефалия диагноз и спинномозговая грыжа была. Но он у нас особенный. Он особенный ребенок, поэтому занимаюсь. И не хотелось бы, чтобы он остался таким тоже. Я хотела, чтобы он бегал, ходил. Поэтому занимаюсь им больше, чем с другими внуками. Дай он сначала Вкусно. бутылку пососет свою. Умаю Магомед Умаевич, 73-го года рождения. Можно и сказать браконьер. Если незаконно работаю, это браконьер. Это не рыбак уже, а реально человек, который на жизнь себе зарабатывает. Курбанова Саида Супьяновна, 72-го года рождения, и жена рыбака Магомеда. Полчетвертого бывает, встаешь, заходишь в это море. И самое обидное бывает, когда рыбы нету. Сегодня море в очень хорошем состоянии. Спокойно, ни ветра, ничего. Обычно ветра бывают хорошие. Даже порой гребсти очень тяжело бывает. Давид, знаешь такую рыбу? Не знаешь? Сом. Сом. Вот. Судачки есть, вот. Вот это чехонь. Абдулла тоже давно уже знаю. Он тоже не от хорошей жизни сюда пришел. В городе, где ему работать, нету работы ему. У него тоже на причале, он там же техника, все на причале записано. Поэтому он сегодня-завтра, у них должны это запустить. Поэтому он здесь находится. Если друг друга видим, что-то делает человек на берегу, подходит, помогает друг другу. Без этого у нас не бывает. Вот то, что хорошо, тоже у нас. Друг другу уважение есть. Хороший лов? Ну, это хороший поток. Ну, на сегодняшний день хвала. Очень хорошо. Вот за эту неделю, вот сегодня я вижу, более-менее рыба есть. К примеру, мотоцикл застряла. Даже проезжающие может остановиться, подойти, помочь тебе. Они высокомерно в ту сторону повернул лицо и уехал. У нас нету такого. Более лучше. Более хорошо было сегодня. И то радует так. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Весь задний двор, скотина, все на ней. Без этого, сзади, как это говорят, это
по-русскому. Тыл? Без тыла все равно тяжко же бывает. Она у меня тыл там. Ладно, салам алейкум. Братуха, чай дела? Что, нашел ты Абдулла, да? Это до сих пор тоже база отдыха асфальтного завода. Называется так. Это же не моя частная собственность. Это на самом деле асфальтного завода частная собственность. И у меня родственник здесь, сторож. Вот к нему я приехал. И вот так работаю по чуть-чуть, по чуть-чуть. 12 яиц. Вот так они у нас и плодятся. Цицарки. Сейчас она на цыплята собирает яйца, чтобы цыплят вылупить. И будут у нас цицарята. Первая партия у нас все подохли. Сейчас вторая партия будет. Вот так и мы живем. Хозяйство. То скотина, то по двору. Уборка. Хозяйство. Внукам. Ну так, чем еще здесь заниматься? Больше нечем. Ну, когда с моря выходит, где надо помочь, помогаю. Рыбу где засолить, где в холодильник поставить. Он вышел, я ему иду помогать. Основное все вот женская работа. Умаю? Ее с живота или со спины? А я живота распорола ее. Есть разница живота и спины? Сразу сказал мне со спины, зачем вы животом? Будьте любезны, не грубите. Бывает такой момент, когда он в море и воды нет. Бывает такой момент тоже. Но я стараюсь экономить воду. Как часто рыбу кушаете? Ну, я говорю, полгода раз. Особо Полгода не, раз? да, особо не любители мы его. Потому что живем здесь. И часто ее кушать редко, когда Магомед особо не любитель ее кушать, не любит он ее. Был такой момент, когда нету воды, я с моря набирала, она отстаивала. И вот я пользовалась посуду мыть и стирку. Было такое тоже. Но пока не жаловалась я на счет этого тоже. Но когда дождь, тоже вот набираю бачок, тоже хватает посуду мыть, стирку. Тоже чистая вода. А так для питья, для этого попросим Абдула. Абдул привезет, никогда не откажет. Но дороги никудышные. А это дорогу и военные разбивают. Здесь депутат есть, он делал дороги. Засыпал ракушку, а военные, как этот дождь идет, разбивают. Большие машины, тяжелые. Ну, километра 4, туда-сюда, 8. Через день приходится ехать. Это хорошо, что такая вода есть. Если вообще воды не было, вообще плохо было. Да, они вот приезжают купаться вот так. Искупаться, то... А? Нет, тут это вода северная такая. Абдул, ты знаешь, это шланг? Знаю. Шесть. Это депутат. Это мой шланг, а не депутат. Депутат я сказал мой, поэтому я смело беру. А ты что, хочешь деньги взять? У нас здесь нету пресной воды. У нас вот в селе Новом Тереке источник есть горячей воды. Вот этой водой основное весь село питается у нас. А эта вода, она, да, может, для чего-то полезна она, но от нее у людей, кто ее пьет, зубы крошатся. Там йодовое, еще что-то говорили, там есть. Ну, полезно для лечения, для купаться, для этого всего, она очень полезная вода. Но употреблять ее, пить, очень опасная вода. Спину греет хорошо, спину, для спины вода горячая. Ревматизм, вот, очень хороший. Охлажденную воду пьют тоже, для желудка, говорят, хорошая. Все пьют, вот все это шланги идут в село, они пьют эту воду. Она нет, пить можно я. Артизанские воды, они же их пить можно.
А чиновники что-нибудь говорят, если скважину пробурили? Да у них времени нету. Пока одни разбогатеют, сажают, другие разбогатеют, сажают. У них времени пока для народа нету. Даже никто не встретил. Не вышли, сказали, ребята, как вы приехали? Саида, вообще у нас как положено? Когда воду привозят, женщины приходят, разгружают фляги. Да? Хорошо, в следующий раз я так сделаю. Никакого уважения нет. Вот Да, Абдул, да. Женщины расслабились вообще. На 9 женщин 1 мужик остался. Да, умираешь же мы. Умирают, да. Да, поэтому я говорю. Вот надо немножко это уважение вам делать сейчас. Да. Вот видишь, мы уважение делаем мужику, вот. Снимай мне, говорит. Потом, говорит, здесь галстука нету. Лет уже 10, наверное, есть минимальных. Лет 15, наверное, пошло. На этом сижу. До этого у себя в селе, в колхозе, то грузчиком работал, то чем-то там. Ну все, нету этой работы тоже. Потихоньку все разваливается. На берег мы на мотоцикле подъезжаю, мотоцикл тоже там же оставляю. Позже в мешках у меня сетки, глубины нету. На этой стороне где-то, чтобы на резинку сесть, по колен, чтобы было 1,56 м. Метров 100, наверное, приходится вот так пройтись, чтобы на резинку сесть. У меня покойный старший брат, он тоже рыбачил здесь. К ним в гости я приехал. Вначале то время мне понравилось, то время хорошее было. Рыба была вот недалеко отсюда, 200-300 зайди, поставь сетки, ты без красной рыбы не выйдешь. А сейчас нету. Три-четыре раза. А в доме 2 раза. Утром. Каждый день? Да. Ребенок. Для него все. А когда сами, я могу сутки 1 раз. Здесь так же. Ну, здесь сутки 2 раза. Спит. Баиньки у нас он пока, баиньки. Малой мой. Почки, сердце. С картошкой, с лучком. Пожарим. И будем есть. Первый муж, как мы так особо не знакомились, он увидел и через неделю приехал, похитил со двора. Сколько вам лет было? Мне 16. Вам страшно было? Ну, тот момент, да. А потом уже, когда все уже согласились с родителями мои и ихние, тогда уже поставили мар и стала жить. В горах я жила 8 лет. И все. Потом мы развелись, не сошли характером. Я домой ушла. Забрала детей и домой. Как вы с Магомедом познакомились? Ой, это долгая история, и одна такая история, это вообще... Это долгая история. Я тогда работала в кафе уже. В кафе работала. Ну так, знала я его. Друг другу характером мы подошли. Он понимает, я понимаю. Я даже сегодняшний день, ему уже 10 лет, ну хотя мы с ним 15 лет вот женаты. Я ему уже 10 лет твержу, чтобы взял жену, чтобы детей родила ему. 3-то мои же. Но от него я не родила. Это что такое? Вот это якорь. Зачем он нужен? Чтобы вот эти сетки держала она. Вот пограничная зона у нас, пограничная застава.
Они могут не запустить нас. Но они, видите, так как они видят людей, они уступку делают нам. Запускают вот так на веслах, вот здесь, чтобы работали. Ну, недалеко, вот здесь же рядом. Ну, чтобы в семье что-то принесли себе. Вот спасибо им, я же говорю. Благодаря них мы вот так. Вот это сом, килограмм 30 рублей, 40 рублей, наверное, будет килограмм. А там килограмм 5, наверное. Сазан 25 рублей. Вот такой маленький сазан, он 25 рублей килограмм. Через года 5-6 уже все. Море у нас будет пустое. И рыбаков тоже много. Как раньше, ее особо и не развожают. Раньше хоть заводы, эти все были, выпускали же, малек же выпускали. А сейчас нет этого. Можно месяц 10 тысяч тоже заработать, 15 можно заработать, а может даже больше заработать. Но самое меньшее, около 5 тысяч, наверное, заработаешь в месяц. Самое меньшее. Сегодня на хлеб, говорю, себе заработали, говорю. Можем пойти сейчас, порезать эту рыбу тоже, пожарить и покушать. Бывает, которые проезжаешь, отдыхаешь, бывает, попросят рыбу, им продаю. Бывает, порой в город отвезу, там кому-нибудь сдам. Только так. На рыбзавод мы сдаем, вот лицензия, когда открывается, вот это время вся рыба уходит на рыбзавод. Уже они рассчитывают с людьми. Много ребят есть, которые жалуются, до сих пор им деньги не отдали. Есть люди, которые год не отдали. Есть вот с весны, которые не отдали тоже. Такие тоже много есть. Здесь на берегу все вот так живут. Можете проехаться, поинтересоваться у любого. Все местные на берегу, которые люди живут, вот на этом море. Другого у них ничего нету. Или могут на заработки куда-то уехать. Ну а некоторые же не хотят семью оставить, на заработки уезжать. Мне хватает то, что он принесет. Самое главное, что есть. Одевать, поесть, и в доме чистота, порядок, все. Пока с моря выйдет, чтобы угли были готовые. Пока он выйдет, как раз будут угли готовые у нас. Ну, вот эти вот домики стояли. Ну, вот эту пристройку мы сами с ним сделали. Ремонт тоже все сами. Если не нравилось, давно ушла бы. Просто здесь тихо, спокойно. Здесь можно даже, как сказать, в принципе, если даже свой дом, все свое, спокойно можно здесь семью создать. Который хочет создать семью, тот создаст здесь спокойно, уют, все. А это все уют можно самим создать. Это все сами мы создавали. Здесь из рухляти мы сделали так, чтобы для себя все это. Час хоть покемали. Надеюсь, дадут, наверное, час покемали тоже. Куда ты идешь? А? Ну, сейчас посмотри, куда пошел. И что это, смотри, а? Рамазан. А ну, выкинь, выкинь. Вот это что такое теперь? Это что? А, это что? А? Ну, у него гидроцефалия, диагноз, и спинномозговая грыжа была. Когда было ему 2 месяца, в Махачкале его оперировали. Когда он родился, у него оба ножки работали. А потом, после операции, у него она потихоньку она стала уже не реагировать она ни на что. Потихоньку он уже ослаблялся, нервы они задели. После операции нерв задели, вот поэтому и он вот так остался. Садись. Моя дочка ходила как на работу в эту районную поликлинику с мальчиком в положении.
Пока она уже до последнего вот, не родила, она ходила. После она как родила, после этого уже я начала ходить с ним. Ну, добилась я, хотя бы пенсию добилась ему. Сейчас я вот думаю насчет квоты, чтобы его дальше повезти на операцию или что там, как бы, чтобы его на ноги поставить. Где он, где? Боря, Боря, зови. Где вон, Боря, вон, смотри, Боря. Ну, там дочка им занимается, вот посадит она общение у нее. Тут мы сами, вот, вы сами видите, как у нас с ним общение. Мы вот стараемся с ним разговаривать, и он за нами же повторяет каждое слово. Он общаться очень быстро привыкает он, но не ко всем привыкает он. Вот, есть у него определенные люди, к кому он привыкает. Вот сейчас вот к Абдулу он быстро привык. К вам быстро привык, а вот есть у него люди, которые не привыкают. Корова звала. Теленка. Что-то ее теленок. Корова есть, теленка не вижу я. Маленький теленок. Спрятала, по-моему, она. Но не вся скотина здесь наша. Это чужая скотина. А наша нет. Гулять тоже гуляю я с ним, стараюсь выйти на улицу, выпускаю его, вот, одеваю штаники ему большие, длинные, отпускаю вот по двору, ползает, что ему уже каждую неделю приходится покупать нам штаны, чтобы ползал. У него коленки рвутся быстро. Вы думаете, что если бы у него нога была нормальная, он бы уже у вас ходил? Да, он уже ходил бы, бегал бы, он уже, но он больше выглядит, чем его сверстники, старше него. А ну, давай закрывай, давай. Давай, закрывай. Все, закрыл? Ну да, я понимаю, вот сейчас солнце вышло, сейчас заходить такой интерес там, радость будет. А 4 часа утром вставать, тем более осенью, рано весной, осенью, еще когда морозы, интерес будет заходить. Никакого интереса нету. Это безвыходность получается. Порой бывает так интересно море заходить. Это как романтика. Но все-таки человек устает от этого моря.